Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Нашли вам работу. Слышали вашу историю, что... Это кто вообще говорит? Ищете. Меня Андрей Паук зовут. Спасибо за заботу. До свидания. Мне комментировать нечего. Уволился по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. И каким образом вы хотите, чтобы ему помочь? Взятку дать по связи. Вы нормальный? Нормально, абсолютно. Только никому не говорите. Конечно. Былы сенатар і проста хорошы чалавек Андрэй Шышкін не можа знайсці працу ў сацыяльна арыентаванай дзяржаве. Сёння я яму буду дапамагаць. Я ж таксама некалі сутыкнуўся з самавольствам мясцовых улад, якія не хацелі мне дапамагаць. Прывітанне ўсім. Тым больш, што Шышкін быў рэдактарам дзвюх папулярных сярод насельніцтва газет «Вольнае слово» і «Мазырскі нафтаперапрацоўнік». Здравствуйте. По Шишкину Андрею Геннадьевичу хотел вопрос решить с вами, Александр Владимирович. Какой? Надо ему какую-то представительную работу найти в райисполкоме, там замом каким-то. Мы же ему предлагали, он не захотел на руководящую должность. А что предлагали вы ему? Этот самый председатель как его, ДСАФа. Председатель ДСАФа. А зарплата там какая? Там небольшая зарплата, да, О, 1000. ну так он же хочет 2 или 2,5. А есть такие вакансии? 2,5, сейчас посмотрим. Посмотрите, А пожалуйста. кто вы? А я Кузьмин Игорь Степанович, комитет гражданского контроля. Угу. Понятно. Сейчас посмотрим. Так, что у нас в банке вакансий? Ну, там, если будет руководящих таких в базе у нас нету. В основном-то, если будет высокая заработная плата, то это рабочая будет специальность. Ну, ему главное деньги. Ладно, уже может и потерпеть с социальным статусом. Ну, чтобы 2,5. Угу. Так, 1700. А то ходит он, пишет в телеграм своем канале. Да, жалуется. я видел, мы читали. Он же пришел к нам, и я же его знаю хорошо. Андрей Геннадьевич, что к чему. Давай с ним это самое разговаривать. Вот типа по соглашению Мозырь работал в газете, по соглашению сторон уволился, так и так. Что-нибудь из руководящего я ему давай предлагать. Он говорит, не, мне что-нибудь это самое, типа, с руководящего не надо. Чего? Ну, говорю, давайте рабочие рассмотрим профессию. Еще, говорит, у меня корки тракториста есть, эти самые кочегара. Ну, тоже получал какие-то корки. Вот это меня интересует. Мы давай ему предлагать, как бы, это сама рабочая специальность. Не то, чтобы мы там ему уже, мы же знаем, кто это за человек и что, как бы, какие вакансии ему предлагать, понимаете? А может, что идеологическое есть? Он же у него опыт, поэтому есть. Идеологическое? Нет, такого нет ничего. По базе, по этим вакансиям, замом по идеологии вы имеете куда-нибудь? Ну да, или замом вторым по идеологии. Зама. Угу. Нет, такого нет. В основном, если какая-нибудь рабочая, то, ну, вот, тут специально, если высокая заработная плата, это либо зоотехник какой-либо в строительстве, что-то рабочие какие-то профессии, что касается базы. Это надо на другом уровне решать. На другом уровне надо решать. Да. Перед мировым сообществом стыдно, что целый сенатор ходит и... Ну да, согласен. Ну, побирается, не может найти себе работу, еще и жалуется в этих соцсетях. Ну, куда это? Я говорю, Геннадьевич, ну потише ты, выборы на носу. Тем более, да, некрасиво, да. Все-таки, у нас сложная работа предстоит впереди. Уже потерпеть там месяц-два. Может, там Гайдукевич президентом станет, уже что-то поменяется. Ага. Ну, и будет тебе и 2000, и 2,5. А чего он там Мозырь не сказал, что он не работал в этой газетке? Там вроде бы зарплата у него хорошая была. Так да, молчит, что-то не говорит. Ну, и мне не сказал. Ну, я уже и так и сяк, так расскажи, что что-то стесняется.
стесняется. что-то не то, чего не... Что-то где-то уже, наверное, как-то зашквар вышел там какой-то. Ну, это уже, Да, может, да, не да, я наш. тоже так подумал, да, Ну, где-то что-то. может, где что лишнего сказал, может, где лайк поставил не там, где надо. Да, Всяк- что-то не так аккуратненько, да. Ну, что-то... И жалко человека. Ну, свой же. Жалко, хороший дядька, но свой Свой, тут местный. Да. И думаем, как помочь человеку, вот хотя бы, ну, хотя Это бы на не в уровне этом году. райисполкома. Это на Да, уровне райисполкома на надо уровне решать. располкома надо. Может, там, Да. может, там, не знаю, председатель принимает какие-нибудь подарки. Можно ему там продуктами хотя бы. Какой председатель? Ну, Рогачева. Ну вы что? Не? Не. Ну, работал редактором газеты «Свободное слово». Ну, заявил Так. желание уйти. Устал. Я ему дал возможность, идите в отпуск, отдохните. Надо там вам еще возьмите, перезарядитесь. Нет, я устал. После этого он туда устроился в Мозырском на НПЗ главным редактором на местную газету МПЗ. Там он проработал, наверное, может быть, месяцев, наверное, может, 8-9. Так. Вот, насколько я знаю, он оттуда уволился, потому что, ссылался на семейные обстоятельства, надо быть рядом с дочкой. Рядом, надо было бы здесь находиться. Все, после этого вот эта статья в социальных сетях у него появилась. Все. Вчера его, так как я нахожусь на больничном, вчера его заместитель через кадровую службу райисполкома, через кадры, пригласила к себе. Пригласили, говорит, подойдите, давайте побеседуем, посмотрим, что вам можно предложить. Говорит, побеседуем с вами. Нет, не надо, спасибо, я не нуждаюсь в услугах, я сам буду искать работу. Все. Ну, что-то обиделся, я с ним тоже говорю. Так а что не так? Вот позвонил... Я ему, перед тем, как он уходил, я ему еще раз... Когда он уходил, я его позвал к себе в кабинет, я ему сказал, надо будет работа, приходите, поможем, подберем для вас то, что вам надо. Все, он говорит, хорошо, не надо, я все, спасибо, я сам ищу себе работу. Это было до того, как он уходил на МПЗ, потому что куда он уходил, нам не говорил. Ну, ему чтоб кто пообещал, а теперь уже и не реализовал. А теперь, получается. что, скажите мне, сразу надо навалять статью было, или надо было сразу прийти в исполком же? Его ж никто не выкидывал, чтобы вы понимали. Во, я ему тоже дал. Приди, спусти. Приди ты скажи, Виталий Александрович, слушай, не мое, пошел туда, не мое, извините, пробачьте, давайте подумаем, где вы мне могли, что мы не предложить? Да мы б не вопрос бы. Если бы я знал бы, мы только согласовали заместителя директора по идеологии на лесхоз. Да я туда замом в лесхоз бы отправил бы, пускай бы там работал. Во, супер должность. Он же не пришел. Вот буквально взяли неделю тому назад человека на работу. Скажите мне, так что надо делать? А теперь надо бегать ему на подносике. Слушай, ты там статьи валяешь в интернете, все подхватывают. Так ты уже нормальный или ненормальный? Вот хочется ему сказать. Решил этим способом публичности решать проблемы такие. Так А он вы что? не так пошел. Я считаю, однозначно это не так. Абсолютно. Ну и жалко человека, с одной же стороны, хороший, преданный сенатор. Я не против. Я рассказываю. Я вчера, так как на больничном, я заму говорю, что вызовите, дайте официально звонок. Пускай начальник оргкадрового отдела наберет ему, скажет, Андрей Геннадьевич, так и так, вы как бывший член исполкома, понятно, что и то-то. Не один год проработали в районе, всю жизнь проработали в районе, и в газете «Свободное слово», и много чего сделали. Подойдите, побеседуем с вами по поводу вашего трудоустройства. Не надо, спасибо, я буду искать сам. Все. Понятно. Слухайте, а може с лесхоза того человека на другую должность поставить? Там испытательный срок, 3 месяца у человека, мы же понимаем, что можно, вопросов нету. Так. Надо понимать, что он хочет, буду уже с ним встречаться и уже конкретно скажу. Давайте, жестко, хорошо. Чтобы определился, что он хочет. Хорошо, Алло. тогда все. До свидания. Да. Я же вам говорю, он с нами не общается. Это так обиделся. Я не знаю, на что он обиделся. Коллектив хороший, с уважением к нему относился все. На что он тут обиделся, ему никто ничего плохого не сделал. А теперь его печатает С уважением просто все относились. в своем телеграме и дискредитирует Республику Беларусь на всю эту планету, как говорится. Видите как. Я не могу ничего сказать, что у него там в голове.
У себя я могу сказать, у меня нормально все. У вас нормально. А тут- Слушайте, Да. а если я его уговорю обратно вернуться в свободное слово, так подвинитесь? Ну тогда мне надо уходить со свободного Ну, слова. Ну, мы вам заместителем сделаем вас. И, ну я уже была заместителем, спасибо. А главным редактором хотите все-таки остаться? Тогда мы его Ну заместителем какие-то у вас вашим вопросы сделаем. странные, я не Подождите. знаю, я вообще не понимаю. Да не, человек страдает, ходит, он пишет в Телеграме, говорю, Андрей, не пиши, сейчас найдем тебе работу. Уже и председателю позвонил, и в центр занятости позвонил, все обговорил. Все там говорят, что он что-то ходит, выискивая непонятно что. Давайте мы его вашим заместителем сделаем. Ну и как вы себе представляете, как мы с ним будем работать, если он со мной не общается с момента ухода, уже год? Как мы с ним будем работать? Ну, я поговорю, и если он уже категорически будет... У меня, во-первых, уже есть заместитель. Мне что, человека убирать? О чем вы говорите? Вы звоните вообще с такими вещами, разговаривайте с нашим учредителем, с районным исполнительным комитетом. Ну, вы... Наш учредитель, наш комитет, который утверждает эти должности. Меня на должность утверждали полгода. Вплоть до министра. Я ездила к министру на собеседование. Так как же так? Прям... Ну что так же так? Вот разговаривайте, пожалуйста, с учредителями. Так, Это что-то какой-то разговор непонятный. Подождите, что вы мне заливаете? Какой министр? Неужто министр будет утверждать главного редактора районной газеты? Я вам не заливаю, я вам говорю. Все, обращайтесь к учредителям нашим, пожалуйста. И мне Всё, этот разговор спасибо. не нравится, извините, пожалуйста. Да, до свидания, Жанна Николаевна. У нас в редакции ничего не произошло. Человек приехал, поработал, потом решил, наверное, что ему неудобно ездить туда-сюда. Мы не знаем причин. То есть с нами он не разговаривал, ничего не объяснял. Может, обиделся на что-то? Ну, ничего вам не могу сказать, тем более по телефону. Я вас не вижу. Может быть, вы просто представились непонятно кем. Вы меня простите, пожалуйста. Но Я вас нынче- прощаю, и Да, вы такие правильно моменты, делаете, что проверяете, уточняете. Я просто его друг лучший, и жалко человека, семьянин хороший. Предложили ему зоотехника, а он не умеет. Предложили ему парикмахера, надо учиться дополнительно. Что с нас требуется, скажите, пожалуйста. А мы хотели знать, может, он что там накосячил, чего у вас. Ну, Чтоб я его тут повоспитывал. смотрите, есть вышестоящее руководство, мы просто коллеги. Это будет не совсем этично, ну, скажем, даже бывшие коллеги. Это будет не совсем этично что-то обсуждать, что-то говорить, тем более лучшему другу. Вот. Есть руководство завода, с кем он непосредственно контактировал, возможно, объяснял причины своего ухода. Учредитель есть еще, которому он писал заявление, да, как вышестоящему. А учредитель кто? Профсоюзный комитет Мозырского НПЗ. Поэтому Хорошо. вы все это Хорошо. уточните. Мы коллеги, пришел руководитель, поработали какое-то время, ушел. Ну, хорошо же работал человек. Я не могу давать никаких оценок Или руководителю. Неужто Я ничего хорошего не буду, нельзя не вспомнить? могу и не буду давать оценок работе бывшего Ай-яй-яй, руководителя. ай-яй-яй. Руководство решало. Знаете, как не знаю, о бывших либо хорошо, либо ничего, а об этом ничего получается. Смотрите, пожалуйста, не нужно меня цеплять за слова, не нужно высказывать какие-то предположения, исходя из того, что я сказала или не сказала. Если вы хотите услышать что-то больше, то я буду разговаривать об этом в личном разговоре. Все, понял. Если все, Буду звонить в остальное к профсоюз. руководству. Ну, не знаю, вроде как его просто не устроило. Ну, не понравилось. А что может не понравиться на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе? Не знаю. Для меня это тяжелый вопрос, потому что, меня все устраивает. А почему человеку не понравилось, даже не знаю. Работу он свою хорошо выполнял, все, я заканчиваю. Ну, я думаю, да. Как бы нареканий не было. Его же никто не увольнял. Поэтому это его сугубо мнение. Решение. Геннадьевич, хопіць круціць носам, а распранайся і працуй. Заатэхнік гэта не двор у Літве месці. Бяры, што даюць, а то з сенатараў у дармаеды загрыміш. З цябе лайк і каментар. Дзякуй за прагляд. Да сустрэчы пры новай уладзе. Жыве Беларусь! Посмотрите еще, что есть.
Может, Хорошо, посмотрим. может уже и зоотехником можно его сделать в конце концов. Руки-то у него теплые. Ну да. Сможет. Хорошо, Достанет. посмотрим. Будет Ну, хороший ну. зоотехник. Главное, чтобы зарплаты были. Мгм, Спасибо мгм. вам большое. Все. Всего доброго. Ну, свидания. До свидания.